Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и мира темы и встречаемся с самыми интересными людьми, с теми, кому, как я говорю, есть что сказать. Сегодня у нас в гостях Андрей Хлывнюк, лидер группы Boombox. Привет. Привет, привет. Добрый вечер. Очень рад тебя видеть. Никогда ты не был на телеканале АТР, насколько я знаю. Ну, я рад Да. быть впервые, взаимно. Но тебя видели на блокаде Крыма 5 лет назад. Что такое блокада Крыма? Ну, где-то вы выступали на концерте. Да, это было, я просто путаю уже даты, сколько лет это назад это было, да, ну, это было, наверное, один из самых, нет, наверное, самый важный в моей карьере и в жизни концерт. Концерт для украденной земли. Вот, и это была ненасильственная акция протеста. Вот, и я хочу вспомнить это добрыми словами тем, кто помогал организовать это и кто не мешал организовать это. Вот, мне пришлось пойти в приемные разных служб и попросить не мешать. И если Это же можно был концерт содействовать. прямо на Каланчаке, да. Каланчаке. Да, на КПП «Каланчак». И знаешь, что было классно в этом концерте? Вот все мне понравилось. Я очень переживал, что там были люди. На концерте не должно было быть людей. Но мне очень понравилась атмосфера. С этой стороны в белых рубашках, в вышиванках люди. Даже те, кто вышли в выходной в свой силовики в форме, парадной форме. А с той стороны все были так обиженные, с автоматами, все дела. Это было очень смешно. Вот. И очень трогательно и очень важно, что были люди, приехали, люди пересекли это так называемое, да, вот эту линию разделения, и достали из багажников атрибутику, и были там, и говорили такие слова. Слезы на глаза наворачивались. Ну вот я хочу тебе доложить, что тебя до сих пор помнят, и тот концерт помнят. Ну, вот. Это честь для меня. Это было очень важно, потому что ты же понимаешь, что тогда вообще, просто тот момент, когда был, да, это 15-й год, и много было таких голосов, что не надо блокировать Крым, не надо вот этого ничего делать. Как сейчас, знаешь, про воду говорят, надо воду там дать и так далее. Мы можем говорить немножко о разных вещах. Я хотел бы все-таки, чтобы были точными. Наверное, мы говорим о разных. Блокада Крыма и концерт Каланчак. Когда Это будет? по-моему, 16-й был год. Это через год. Да, это через год. Ну, короче, все равно это все там, и блокада же продолжается до сих пор. Правда, Просто, да, это правда. Вот, а как ты относишься к этим разговорам про то, что надо как-то помочь нашим гражданам в Крыму, дать воду там оккупантам, подпоить их немножко? В смысле, как ты думаешь, я отношусь? Есть международное право. Да? Вот меня очень, как гражданина страны, я пришел на телеканал не как музыкант или там, как общественный деятель. Я пришел как гражданин Украины. Я пришел к своим друзьям, к своим соседям, своим родным. И вот в последнее время опять стало остро. Обсуждают люди в прессе, ввиду с белорусскими событиями, да, еще с какими-то вопросы, которые совершенно однозначны. Они очень простые. Есть государство, да, вот оно называется Украина, оно часть мира, да, оно признает международное право. И есть очень четкое, очень простое, да, лучше еще не придумали. Может, будет лучше, оно не идеальное, но не придумали. Международное право, по которому очень все просто и ясно рассказано, где чьи границы. Кто что должен делать. И да. кто что должен делать. И что проблемы оккупантов – это проблемы оккупантов, понимаешь? Вот какая позиция. И она должна быть у всех одинаково. Ну, мое такое мнение. Нельзя, как это, подыгрывать тем, кто вас убивает, кто я не знаю, это, извините за страшное такое сравнение, нехорошее, но если, насилие проявляют к одному из твоей семьи, а ты им что, водички дашь попить? Грубо говоря, не хотите ли вы угостить ужином маньяка, который убил вашу семью? Да, маньяка-убийца, он ворвался в ваш дом и говорит, что тебе пить что-то хочется. Я тут сделаю перерыв небольшой. Может, я попью, заодно дам попить еще тем, кого я мучаю, там, убиваю. Но это не так. Это страшно. Вообще сама суть этого диалога уже ущербна. Как мне кажется, это мой дом, я его люблю. И, конечно, я сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы ему помочь. Но не в то время, когда его оккупировал враг. Я сегодня переслушал твои песни.
Вау, Ну, зря. что тут такого? Нет, зря в том плане, что я теперь их напеваю все время. У меня есть такое свойство, ну, общечеловеческое, Спасибо, мне очень напевать. приятно. Если у вас мелодия очень хорошая, ну и слова, соответственно, тоже очень хорошие. Спасибо. И, конечно, я вспомнил ту песню старую-старую, которая была популярной даже в России тогда, Она и сейчас актером, популярна. да? Да, не проходит и дня, чтобы не появлялся кавер-версии на эти песни из золотых альбомов. И сегодняшние. Я очень много фидбэка получаю из-за границы, и люди просят, ждут. Ну, мне пишут в личку, пишут в комментариях, люди пишут, присылают кавера, присылают из акций, где молодые люди под гитару на улицах играют эти Где песни. там, в России? Да, в России, да, и сейчас. И это, ну, мне очень лестно это слышать и очень больно в то же время, потому что 6 лет уже прошло с того момента, как я в последний раз играл в этой стране. И, ну, и сыграю либо я, либо кто-то уже в следующем поколении, другой кто-то, не может им Мне говоришь, репетировать. Когда это все там есть закончится, когда мы строчка победим. эти ночи в Крыму теперь кому?», которую тогда, конечно, ты писал ее без Ну, мысли об конечно. этом, да? Сейчас она звучит, конечно, очень зловеще, грустно, и, ну, буквально, ну, я не сентиментальный особенно человек, но слезы наворачиваются, конечно. Ну да, с этим связана теперь не только история юношеской любви и путешествия к себе домой, я это называю на балкон нашей страны, но и, конечно, эти события жуткие совершенно, оккупация и агрессивная война. У тебя была невероятная слава в России. Ну, можно так сказать, да. Ну, прям вот пик какой-то был перед войной, да? Ну, мы были одними из, там, наверное, 20 самых популярных живых коллективов на постсоветском пространстве. И вдруг как отрубило у тебя? Слушай, ну, понимаешь, какое дело? Ну ведь смотри, многие же ездят, и они находят себе оправдание какое-нибудь. У нас по части оправданий, у нас, так сказать, музыканты очень такие изобретательные. Почему они ездят? Там, что у них там поклонники, что они несут Украину туда, значит, кому-то, вот, и так далее. А как ты этим людям отвечаешь? Ну или мысленно хотя бы. Ну, понимаешь, это все про деньги и про славу. А я же не настоящий артист. Я просто музыку люблю. Ну, ну, А настоящий артист, он должен любить деньги и славу еще, да? ну, я не знаю. Ну, если его... Понимаете, в чем дело? Лучше всего продается молодость и успех. Да, если вы декларируете их. Ну, это таков закон поп-музыки. Но гнаться за ними невозможно. И мой совет людям, которые пытаются это делать, будьте осторожны, вы можете потерять себя. Альтер-эго может победить автора. И деньги, успех, слава, они скоротечны. Просто, понимаешь, стык. С одной стороны, я думаю, вот бы я был мудрее, да, и вот это, и продолжил бы. Да? Может быть, тогда бы армия наша дополучала гораздо больше волонтерской помощи от меня, чем я мог. Можно было так сделать. Но на тот момент просто чувство собственного достоинства и все мои ребята, оно не дало нам... Но у вас решение было общее сразу, да? То есть, Да, это было очень понятно ну, и ясно. насчет помощи украинской армии с денег с концертов в России, я тебя немножко разочарую. Это называется спонсирование терроризма. Да-да, я знаю, я Да, сейчас да. пытаюсь просто, понимаешь, ты задал такую тему, о которой можно говорить долго, да, можно находить разные причины, но черное это черное, а белое это белое, это всегда понятно. И то, как вы себе объясните подлость, как вы ее оправдаете, подлость никуда не денется, она останется подлостью, к сожалению. Я так понял, тебя все твои российские друзья и коллеги предали. Ну, не все, но остались единицы. Рэпер Баста, с которым вы вместе записывали песни, Да, которые, собственно, да, да, великолепный, очень талантливый музыкант. очень талантливый музыкант, вопросов нет и так далее, и так далее. Этот очень талантливый музыкант руководствуется какими-то своими представлениями.
начал ездить в Крым, участвовать тогда даже в каких-то жюри самодеятельности на оккупированной территории и все такое прочее. Ой, там целый ворох. Ворох. Вот в какой момент вы с ним, ну, понятно, что вы до какого-то момента общались. Вот в какой момент вы перестали общаться? Или вы, может быть, по телефону поговорили, или что произошло? Ты же увидел все это, и он тебе как-то это объяснял или просто? Вот знаешь, как со мной, многие просто раз замолчали и как будто никогда не знали. Такие, да? Мы не сильно-то и общались. Он был ну, начинающим большим уже, но начинающим артистом. Я был более известен, но он попросил о фите, мы сделали этот фит. Я действительно восхищаюсь его талантом, но, к сожалению, видишь, слава и деньги стояли в первых рядах. И я этого не понял. И я написал открытое письмо тогда ему. Потому что, понимаешь, как в его ответе он написал: ты хочешь на мне попиариться? Это очень смешно. Ты на нем Да, да. Открытым письмо было почему? Потому что мы публичные люди. Понимаешь, нельзя это такое между собойчики такие устраивать. Если вы написали песню, в которой декларируете правду, да, там это его текст был, в котором была декларация, там были слова очень серьезные, да, о том, что, например, ну, грубо говоря, как потом смотреть людям в глаза, если ты будешь читать, петь одно, а делать другое. Как, ну и так далее, и Ну так ничего, далее. как-то у них получается. А вдруг и вышло, да. И он, и еще один мой знакомый говорили мне: да это просто удобно, нам в принципе насрать, у нас своих проблем много. Ну, было удобно. Там Краснодар, там Симферополь и дальше. Каждый раз, когда я спрашивал у этих больших артистов, говорил: зачем вам в мировом туре эти два города? Да? Ну зачем они вам? Если бы мы вместе все, люди медийные, тогда отрицали это, сразу поставили на блок, гораздо быстрее бы эта проблема Так они же решилась. оправдывают Да, это. Да. так это и есть. Но, понимаешь, они этого не понимают. Да ладно. Ну, Да понимают. Не, ну они не просто не, может быть, стараются себя убедить в том, что они не так значимы и что им сильно Знаешь, нужны это для эти меня деньги. напоминает вот что. Ну вот мы что-то слышали на крае уха про лагеря там Бухенвальд, Аушвиц, да, но рядом вот в городе же живут люди, и мы для них дадим концерт там, да, ну ничего, что там немножко надо дымом тянет из печей, Да, там попахивает дымом человеческим, сломанными жизнями, смертями, но тут же люди, мы же для людей выступаем, да, мы же несем там мир и так далее, и так далее. Дело в деньгах просто у них и все. А мне тоже так кажется. Все эти объяснения такие смешные. И украинские артисты, которые там выступают, тоже. Да? Ну, скажи честно, люблю бабло. Да, там платят в 4 раза больше. Не могу да? себе позволить отказаться. Что угодно. Бабло. Вот говоришь, это бабло. Бабло это А вот... ты думаешь, что их не принуждают, да? То есть просто вот... Конечно, никого не принуждают. да? Конечно, нет. Угу. Ну, и даже если бы принуждали, пожалуйста, вот мой дом открыт, я принуждаю, давай. Не вопрос. Ну, вообще это еще позорнее. Знаешь, когда при Сталине там расстреливали членов семьи, когда там при Гитлере там могли что угодно сделать, это я еще могу понять, да? Такой уровень страха. Когда весь твой страх — это страх оказаться без 100 тысяч долларов, вот. Ну, Как знать, я не могу заглянуть в чужая душа потемки, может, это страх и больше, но факт остается фактом. Все те люди, с которыми спали в одном автобусе и в одних каких-то, не знаю, терминалах аэропортов, с кем здоровались за руку, очень быстро по вот этому триггеру стали они рукопожатными. один в один, как у меня. Но я, правда, там жил, и в один момент все журналисты, которые были против Путина, которые были за демократию, они все против Путина. Да, все Путина были против, да. До момента. Да, и вдруг прям раз на Крыме все сломалось у них тут. Да. А с кем еще из известных звезд там поп-рок сцены ты поддерживал контакты до войны? Очень много с кем. Ну, когда вы популярны, ну и не корчите из себя никого, люди тянутся к вам. Но я, наверное, знаю, ну, не большинство, но львиную долю лично артистов и поп, и рок-артистов. Так получилось, что мы я получил 2 из 3 самых высоких музыкальных наград этой страны. Одну из которых мне вручал вообще какой-то комендант Кремля, а вторую
какая-то девушка-спортсменка, она то ли чемпионка, то ли еще что-то. На них присутствовали, и за кулисами в одной гримерке сидел весь так называемый бумонт России, который тут же подписал, я вот сейчас записываю песню с такими словами, что очень смешно. Ну, я написал ее давно, но решил все-таки записать. И там есть такие слова, что мировая случилась премьера, полуостров замужем за пенсионером, а заслуженные и народные подписали, что цель благородная. Да. На самом деле, знаешь, мы так смеемся и смотрим на это. А на самом деле, эти люди, которые оправдывают преступления, они гораздо даже хуже, чем те, кто их совершает. Потому что совершают идейные, а оправдывают проститутки, извините за такое выражение. И когда... Нет, они же служат чем? Они служат для мира, и особенно внутри этого рейха, оправданием того, что он делает. Ну, типа, если этот молчит, да, если вот Шевчук Юрий молчит про Украину, да, ну, значит, все более-менее нормально. Он уже типа моральный авторитет, он же типа против Путина, да. Вот, ты, кстати, знал его? Нет? Я не могу Лично сказать, не что знал, мы да? близко знакомы. Кто Я так видел его, видел, но, да? да. Ну вот тоже человек, да? Такой прям весь из себя. Там Юра музыкант, там на Путина. Весь такой был, там Макаревич рядом с ним там был вообще каким-то плюшевым, а он был такой прям герой, да? И тут раз перещелкнуло. В интервью говорит, что с бандеровцами нам не по пути, оказывается, да? Да, Да, серьезно, я не видел да, это с бандеровцами интервью. ему не по пути. Где он и где бандеровцы, и где Бандера. Я думаю, что он ничего про это дело даже не читал. Знаешь, для меня какой триггер интересный. Помнишь, был популярный очень фильм про Колчака? В нем играл... Этот фильм, там играл этот актер Хабенский, и да, фильм да. назывался «Адмирал». «Адмирал», Да. да. Я его смотрел с открытым ртом совершенно. Я, понимаешь, чего я не понимал тогда? Я не понимаю, почему Колчак герой, а Бандера нет. Потому что... Они же оба боролись с правильно. советской властью, Но правильно? есть Ну, нюанс. Да, Но потому ты что... понял, почему? Да, конечно. Ну, расскажи, извини. Потому что Колчак представитель Великой империи, он великорос. Да? Да, он за империю, а Бандера был за независимую Украину, вот и все. Это как когда-то Сталин снял фильм про Ивана Грозного в период войны, да? И про этого Александра Невского, который, казалось бы, царизм проклятый, да, а тут коммунизм. Да. Но надо было сшить тогда вот эту И историю. вот оно сшивается очень красиво. А С Путин одной сшил стороны- победобесие вот это. Ну просто да. ты понимаешь, очень интересный момент. Это если бы мы одной рукой бы... Кстати, мы так и делаем, только на местечковом уровне. Памятник Щорсу у нас стоит, и Болбочану мы тут же открываем бюст. У нас два вот этих штуки идет. Вот это такое наследие. Мы не можем сами избавиться от вот этого вот дуализма страшного, потому что я не понимаю, что ему лошадь это нравится, я не понимаю. Наверное, им нравится конь просто, да? Они не хотят сносить Этот памятник коня. такой Конь интересный. красивый. Его обносили лесами, потом не обносили лесами. Потом, ну вы или наденьте, или снимите. Я не знаю, как это все. Знаешь, я как шучу, когда разговор в компании заходит о России, и люди сейчас уже 6 лет спустя говорят, ну, наверное, уже на излете были, да, уже как бы там падала популярность, им было легко отказаться. Когда людям говоришь, что вообще-то нет, и был контракт расписанный на год вперед, и еще стояла очередь из промоутеров, чтобы закончились те и начались те, они не понимают. И второй момент, очень смешной, про лошадей и колчаков, когда заговариваем, и люди спрашивают с той стороны. Ну, люди из России спрашивают. Он говорит, ой, класс, скучаем, любим, обижаем, все дела. Жалко, что вот, конечно, так получилось. Ты говоришь, в смысле? Жалко, что я не приехал, или что война произошла. Как получилось? Да. Что жалко? Да. Ну, да. что вот вас так как бы обидели, краянули. Говорю, в каком смысле, дорогой мой? И потом этот разговор идет дальше, и заканчивается. Как-то раз он закончился с одной молодой тогда еще командой, очень клевым разговором, мне он понравился. Они говорят, ну, слушай, на самом деле мы были друзьями, братьями. Чем не хватало? В библиотеке в Москве был Шевченко, все дела. И борщ даже в кафе подавали. Ты представляешь говоришь, себе? Да. ребят, ну, а представьте себе, что вот мы меняемся местами. И я вам говорю, что в библиотеке у нас, Вернадского, есть томик Пушкина. А все остальное, вот все Достоевские, все, это, можно и забыть, неважно. И там и прозвучала совершенно страшная фраза, уже не в этом разговоре, а в другом, как аргумент, воспитанный, интересный, талантливый человек. Он говорит, ну у вас же не было Достоевского.
Я тебе, знаешь, зря ты упомянул Достоевского. Это одна из моих любимых тем. Я вообще считаю, что надпись «Великая русская литература» написана на башне танка. Ой, да дай им Бог. Да. Нет, это серьезно, потому что Достоевский, он оправдывал вот этот русский мир. Вот есть две вещи. Достоевский в 19 веке и фильм «Брат 2» в 20 веке, которые дали им представление о том, что они какие-то особенные. Но они же говорили, что Да. это артхаус, понимаешь? Все кричали, что это как бы, что это такая, что это гипербола. Все кричали, что это самоирония, переходящая в сарказм. И ужаснулись, наверное, только мы здесь, да соседи наши, тем, что никакая это не была, никакой это не был Знаешь, сарказм. почему это еще? Я потом понял, тоже не знал, думал, что там были какие-то другие фильмы у Балабанова, но кроме «Брата 2». Но оказывается, Балабанов, это его знакомые говорят, был жутким антисемитом Я не знаю. и ксенофобом. Ну, вот мне так рассказали, Ну, что он такой был. Как и, кстати, Достоевский. Это все знаешь, один это в один. одна бабка Да. сказала, будем знать Нет, их не бабка, лично. не но- бабка. Ну, что их знать? И они уже беседуют с моторолами там. Вот. Ну, Но да. что хотел тебя спросить? Да, вот и еще один вариант. Да, на самом деле, если бы ты поехал сейчас в Россию, например, тебе бы гонорар еще вдвое больше будет. Ты так думаешь? Даже если бы ты молчал. О чем говорить? Нет, просто вышел и сыграл. И они все написали у себя в газетах, что вот нет никаких препятствий, украинские музыканты приезжают, значит, в принципе, диалог Препятствия народов есть. возможен. Нет, препятствия есть. Это оно в препятствия- тебе есть. У них нет препятствий. Они Я- бы, наоборот, рады. Я были. объясню тебе, например, это же началось задолго до войны. Это осознание препятствий пришло тогда, когда мы из андеграундной группы стали действительно большой группой. Там эти все огоньки, там вот, как бы популярная группа, да. Ну что-то произошло, как с Соем и кино, Как это- когда как вот они это вылезли понять? из подвала и стали супер популярны. Ну, вот да. что-то в этом роде, да. Как это понять, как это стало понятно, да? Как шовинизм вдруг стал явью. Почему это случилось? Потому что на эфире один из таких примеров. Мгм. На эфире на Первом канале, когда еще никаких мальчиков в трусиках еще и в помине не Ну, скажем, было. 2010 год. Какой-то там 11 или 12 год. Мне сказали, а может, пожалуйста, спеть какую-то вашу русскую песню? Я говорю, ребят, вы понимаете, какое дело? Большая мировая промо-компания. Мы едем в тур. И в этом альбоме мы ставим... я выбираю те песни, которые экранизирую. Их потом промотирую. На Да? конце концов, который ты хочешь. Да, Что то на- те, на которые я пошло, хочу. Да? Вот я выбираю вот такую песню, и вот у меня была вот грубо, это так, такое вводное в шоу-бизнес. Да? Вот у меня был, там было аллегро, а сейчас будет медленный темп. Да? И это, я не знаю, как это, баллада. И я хочу ее играть. Баллада о любви, красивая на украинском языке. А все поют. От Владивостока до Москвы у меня всего 2 русскоязычных песни. Ну, как бы в не программе. мешало. Но Первый 2, канал. всего 2. Ты должен был обязательно... Они говорят, да. понимаешь, она на украинском языке. Я говорю, ну и что? Я говорю, а что только одна группа из одной бывшей республики может петь как при Совдепе, да? Есть какая-то квота? А, квота, да. Да, на одну Один поэт какую-то Шевченко у нас только будет в один. классиках, да? А у нас один белорус, один казах, Да. один хохол. Это советский Понимаешь? подход, Вот кстати такой говоря, подход. да. И я говорю, в смысле, почему нет? Как это нет? И вот это тоже преграда была уже тогда, потому что все смеются, и многие обижаются даже сегодня. Говорят, Хлывнюк, почему ты позволяешь себе сейчас записывать песни на русском языке? Я говорю, во-первых, потому что я владею этим языком. Во-вторых, потому что я считаю, что могу себе это позволить. И в-третьих, это поза. Почему? Какая поза? Что это поза? Хочешь, наверное, 5 рубликов? Я говорю, потому что я здесь, в Украине, да, в стране, которая декларирует, по крайней мере, свое европейское будущее, могу себе позволить записать и выпустить песню на русском. Позволь себе... А русский артист не в России на украинском не может. ты не хотел бы понимаешь? когда-нибудь- Он не может поставить ее на радио. Он просто не может Это ее понятно, поставить. да. И это так настолько очевидно, настолько примитивно, как-то... Это каменный век. А ты бы не хотел по крымско-татарски? Если бы я владел языком, я с удовольствием хотел бы. Если я записал сейчас испанскую версию одной песни, и это была работа
когда с тобой редактор работает, ну, когда адаптирует для тебя, и с тобой на студии работает ассистент редактора дубляжа. Ну, носитель языка. Да, и он подсказывает тебе, потому что все-таки ты должен вложить смысл, понимаешь? Ты не можешь просто звуки издавать. Ты должен, во-первых, понимать, а во-вторых, корректно и очень правильно излагать на языке. Его нельзя коверкать. Я, как носитель украинского языка, могу себе позволить суржик, да, потому что там я включаю там иронию, самоиронию, да, я пытаюсь таким образом, такими красками донести что-то. А если я буду, с ошибками играть, я это называю играть, потому что это как дети играют, знаешь, и я буду играть на языке другом, мне будет стыдно. А знаешь, как у меня, когда иногда спрашивают, почему сейчас почему я нет? пишу Да, по-украински, да, Так. но говорить мне сложнее, и мне стыдно, что вот действительно, если бы я, наверное, был носителем украинского языка, мне бы было, ну, так А более ты не как и тебе. стесняйся, я не буду. Я запишу на крымско-татарском песню, а ты не будешь стесняться говорить на новом Ну, языке. добре. Ви домовились? Домовились? Обіцяєш? Обіцяю, давай спродюсуй і гайда. Який з мене продюсер? А це ж дуже просто. Ти знаєш носіїв мови, скажеш, оберіть пісню, адаптуйте, скажеш, вони адаптували, і я візьму людину на студію і запишу це. Це дуже Давай, просто. давай. На це буде дуже добра справа. Ось тобі. Мова ж йде не про продюсинг, маючи на увазі вкладання грошей, а про виробництво саме, ну, допомогу зробити це. Смотри, вот из известных в бывшем СССР таких классиков жанра, мы упомянули уже Шевчука, но есть еще и такой вариант, срединный, как я называю. Вот люди, которые к нам ездят, да? Борис Гременщиков, Андрей Макаревич. Да. С Гременщиковым я знаком лично. Да, ну они ездят, да, они поют здесь, Так. но при этом ничего не говорят. Вот я был на концертах, где Андрей Владимирович Макаревич, конечно, глубоко уважаемый как классик-музыкант там, и так далее. Ну, все мы, извините, вырос, понятно. Так да? и есть, да. Вот. Он ни слова не говорит про Украину. Сейчас? Да. Что, Перестал. разве он не... Перестал. Перестал. Мгм. Я это случайно заметил. Мы ходили как-то на концерт с моим другом, одним дипломатом западным, и мы думали, что он хотя бы скажет, ну там, не знаю, слава Украине, что такое. Нет. Ничего. Ты понимаешь, есть еще такая... Я не оправдываю сейчас ничего, мне это больно. Ну, правда, мне больно Я не слышать слышу, чтобы такие слова. Гребенщиков что-то сказал. Я не то, что я там к Макаревичу доматываюсь, но Гребенщиков ничего не говорит. Они приезжают, отрабатывают, да, и уезжают. То есть и вашим, и нашим мы поем и пляшем. Я прошу. Я знаю лично Бориса Гребенщикова и ходил вот недавно на его концерт и говорил с его музыкантами, и потом уже и они говорят. Они говорят и говорят много, и говорят На концерте понятно. говорят? Нет, на концерте он ничего не Я что сказал. говорю об этом. Могу ли я сейчас судить об этом? Ты знаешь, артист иногда, опять, это не оправдание, нет, все понятно. Я просто хочу, чтобы объяснили. Мы это объяснили. Я тебе не- попытаюсь да. проговорить это. Во-первых, ты играешь концерт всегда для того, кто пришел впервые. Это такое правило, такая аксиома музыкальная. Во-вторых, тебе кажется, иногда не кажется, а ты уверен в том, что ты доносишь материалом из своей позиции, уже озвученной, четко и ясно то, что ты хочешь донести. И третье, когда entertainment, артист, а это так и есть, несмотря на жанр, он просто теряет аудиторию постоянно. Я не могу на своих концертах, я это делаю, но я четко знаю, что к чему это ведет. Люди приходят на концерт, это не митинг, понимаешь? Это не митинг. Но давай так. Я же не за то, чтобы митинг устраивать. Но я думаю, что если бы хотя бы раз упомянутые нами суперзвезды советского рока сказали бы что-то здесь Нет, явно не по-украински, Нет, ты хочешь не хотя бы раз, ты хочешь каждый раз. каждый раз. Но даже если бы один раз, Так. то вот этот дуализм концерты там и концерты тут быстро бы закончился. Да, это правда. И это негласное Возможно. правило, мне кажется, действует. да. Наверное, ты прав. Может быть, да. Я не думал об этом. Однако, ты понимаешь, в той или иной мере общество, да и мы тоже, я вижу, ты нет, а я, наверное, грешен, мы все равно хватаемся за какие-то последние соломинки. Мы стараемся ухватиться в поисках. Это как, знаешь, ты ждешь, ну хоть кто-нибудь, ну пожалуйста. Просто ну, ждешь от людей эмпатию, ну, хоть как, вот это самым да, эмпатичным, да, ты как ждешь будто, от них. да, ты ж, ну не может быть, ну почему же, ну как, это ведь все же настолько очевидно, что кровь, извините, льется из всех щелей, все, ну почему?
Ну, увы, Ну вот я не могу себе представить, вот честно прям скажу, не могу себе представить концерта ни Макаревича, ни Гребенщикова, ни каких-то других людей, которые вроде бы не антиукраинские, не выступают в Крыму. Концерт, допустим, даже не для действующих бойцов украинской армии, а даже для ветеранов войны с Россией, которые были ранены, у которых погибли их. почему не можешь? Ну до этого не будет никогда. Ты представляешь себе концерт Макаревича или Гребенщикова для ветеранов российско-украинской войны с нашей страны? Представляю. А почему его нет? Почему его нет? Хороший вопрос. Но я себе явно это представляю, как это могло бы быть, и это было бы очень правильно. Однако я думаю, что репрессивная машина заработает сразу российская Это с такой будет называться силой. оправданием терроризма. Потому что По их законам? говорить про Ну да. украинскую армию что-либо положительное или выступать для них, и люди это точно А в чем знают. заключается терроризм украинской армии? Нет, просто ты не понимаешь. Вот я, например, в России террорист, Ага. да? Официально это со статьей, я сейчас сижу в тюрьме Лефорт по их там решению. Но это не важно. Ну, Да я про то, что там есть такое понятие, что если ты говоришь хорошо об украинской армии, ну или поддерживаешь ее, даже не материально, а морально, да. это называется оправдание фашистского режима. Это вот, я не шучу, ни черта. Ну, это на словах. Нет, это так не есть. Нет, я знаю, ты же говоришь таким же, точно, только намного калибр поменьше, рупором бандеровской пропаганды, там еще чем-то, еще чем-то. Ты знаешь, наверное, как не страшно мне это говорить, потому что я себя считаю гораздо ниже уровня поэтом, чем, например, те, о ком мы говорим. Все-таки не расти и расти еще до работ Гребенщикова или Макаревича. Да мы же Но, не про наверное, творчество. да, ну, я просто хочу это обозначить, понимаешь, чтобы не возникало такого, чтобы не передергивали, что да кто этот мальчишка по сравнению с тем. Я согласен, я мальчишка по сравнению с ними, как с авторами. Однако, наверное, нам надо просто забыть, в хорошем смысле слова, по-доброму, просто забыть на время войны об этом, ну и все. Просто не думать об этом. Зачем мы зря только мучаемся себя, целое общество? Как-то надо выдохнуть и отвернуться. Надо просто работать в своей. Вот, понимаешь, есть качество товаров и услуг. Если направим внутрь силы свои, направим силы свои сюда. Не надо нам постоянно вот этот вот, понимаешь, такой щупальца уже отрезали, а она все еще Это тоже такой конвульсирует. элемент меньшевартости, все время Ну, сравнивать конечно, себя там. это похоже на А то. между прочим, вот, по крайней мере, до войны в определенных кругах русских считалось, что украинский рок, вообще украинская музыка круче. И об этом даже потом они перестали это говорить. Но потому что реально там был какой-то рывок, это вопли Видопляса были, Океан Эльза, потом вы там и так далее, и так далее. И Да. это реально просто сносило с доски многих этих исполнителей. Ой, ну слушай, вот тут нет конкуренции. Это все Ну, конкуренция, один и понятно, тот же человек идет Ой, на кстати, разные а концерты. ты знаком с вот это наш рок-н-ролл? Это не цели, даже не средства. Нет, Пела нет, Чечерина, нет, да, я, к которая сейчас счастью, народный к артист счастью, я ДНР. с ней не А знаком. Гарик Сукачев тоже там, Я по-моему, с ним народный. виделся, но я не могу назвать себя его знакомым, нет. Слава богу. Ты знаешь, да, я очень рад, иначе в большом количестве тех, с кем я больше вряд ли когда-либо буду общаться, были бы еще эти люди. А это еще к тому же и преступники, к сожалению, огромному. Может, они не отдают себе там отчет, хотя все они отдают, все отчеты. Но нарушение государственных границ и поддержка действительного терроризма это криминальное преступление. Вот. Под каким соусом оно подается, ну, и пока оправдывается. Ты знаешь, может быть, мы с тобой застанем такой момент, который мы видели. Я мальчишкой совсем, я был мал. А ты уже, наверное, помнишь, когда в полете переобувались. Помнишь, когда Советский Союз распадался? И когда все становились такими либералами и такими... Конечно. И все всегда были, и все бывшие сотрудники НКВД разрушали режим изнутри. Вот артисты и в первую очередь, наверное, они любят. А может быть, наоборот. Может быть, мы окажемся, не дай бог, конечно, но мы окажемся в таком меньшинстве, что нам придется еще большую цену заплатить за свои убеждения. Все может быть. Я хочу напомнить нашим зрителям, что у нас прямой эфир, и там есть телефон и вайбер. Можно звонить с Австралии и задавать вопросы Андрею Хлавнюку. А я пока зачитаю вопросы, которые пришли в Facebook. Ага.
Значит, вот Микола Куземко, наш українець, но живет он в Прагі, наскільки я знаю. Запитання до Андрія. Як змінювався його емоційний стан після Майдану? І в якому становищі цей стан зараз? І що він з собою робить? Особливо, коли здається, що все навколо зрада. Дякую. Для мене було шоком, жахливим. Весь світ мій перевернувся. Время Майдана. Я видел, как укладывают убитых возле Макдональдса, и вряд ли я когда-нибудь в этот Макдональдс зайду. Вот. Я видел, как в моей машине с разорванными ногами ехали люди и волновались, что заляпают кровью салон. Мне повезло, я прописан был за кордоном милицейским, я мог въехать автомобилем туда, и это дало мне возможность немножко покататься и чуть-чуть, вот настолько быть причастным к революции достоинства. Вот, но это настолько меня... в какой-то момент, я помню, мы разговаривали в кафе, а работали кафе. Помнишь ты это? Все работало, Нет? я же Да. приезжал, конечно. И мы говорили с моим партнером Лешей о том, что хотим мы этого или нет, стало очень явным, что жить для себя, только для себя, во внутренней эмиграции больше невозможно и никогда не будет. Это был и подъем, и огромный шок, удар. То, что сейчас кажется все зрадой, во-первых, надо на кураже и весело бороться с... Не погружайтесь, научитесь не погружаться в уныние. Тот, кто ненавидит, тот, кто в слезах и в соплях, тот уже побежден. Всегда с улыбкой. Мы просто обязаны держаться друг за дружку, улыбаться и работать, идти в своем направлении, жить в своей стране, помогать этой стране, друг другу. Это нормально, никаких проблем. И я не свят. Мне есть за что стыдиться. Но поймите, если вам кажется, что все зрада, скажите об этом своим друзьям. Пойдите, сделайте что-то, не сидите сиднем, не сидите на диване. Участвуйте, если вы медийный человек, донесите информацию до тех людей, которые вам верят, если вы уверены в ней, если вы готовы за ней идти. Вот, и не переживайте, зрада, не зрада, назад пути уже нет. Есть четкое направление, по которому идут трезвые, нормальные, интересные люди, жизнерадостные, алчущие трудиться, да, алчущие расти, развиваться. Никогда ничто не остановит прогресс. Он будет. Скажи мне, пожалуйста, в целом, пророссийский реванш возможен в Украине? Конечно. Возможно? Конечно, возможен, да. Конечно, возможно. Если мы будем сидеть дома у себя на диване, если мы будем расслабляться и бояться, если мы будем соглашаться с ползучим этим реваншем, он может произойти. И тогда, а мы умеем уже, не надо быть всеми пядей во лбу, 100 лет назад он случился. Произошла независимость Украины, произошла Скоропадский, потом директория. Потом все переругались и пришли русские. Да, пересрались. И что мы получили в конце концов? Мы получили террор, голод, войну, участие в войнах империалистических на стороне жуткого государства, в котором я родился и в котором было мое счастливое детство. Но это не значит, что это государство было хорошим. Я тоже скучаю за своим детством, за тем, как папа меня нес на шее из садика, да, домой. Но это не значит, что... Отделять от реальности. Да, но это разные вещи, детства. друзья мои. Еще вопрос есть. Слушаю. Тоже из интернета, из Фейсбука. Валентин Бистриченко из Харкова спрашивает. Яким чином він бачить, ти, повернення Криму та Донбасу до України? Які конкретні дії влади та артистів, зокрема, мають бути для повернення та реінтеграції? По-перше, це не визнання і не схвалення ніяким чином окупації, чітка декларація позиції щодо цього як громадянина цієї країни.
По-друге, робота консолідована. Це теж я не профі, я диванний експерт. Але ви спитали в мене як громадянина України, я вам відповідаю свою думку. Можливо, вона якась примітивна, вам здасться, чи ще щось, чи там... Але все наше суспільство від голови і донизу повинно консолідуватися для того, щоб всі інші держави світу, в них не виникало питання. Здались ми чи ні? Да, що це так? Позиція має бути дуже чіткою. От. І так само, як Балтійські, не люблю, коли кажуть Прибалтика. От, коли очень правильно. Прибалтика – це совєтський термін. От, як Балтійські країни працювали і говорили про це, і добилися врешті-решт свого. Так само і ми доб'ємося. Історія, це наука. Це дуже чітко ясно. Є приклади такої боротьби, і є приклади перемог. Малюсіньких отаких суспільств над велетенськими імперіями. Якщо б не було УПА, не було б України в 91-му. Ну, знаєш, так, безумовно. Я думав про це також, але там це цілий спектр всього. Якщо б не було литовської армії в лісах, которая безнадежно воевала, так же, как УПА в это же время, которая вся была перебита в количестве более 20 тысяч человек, военных только. Я цікавився. Не было бы независимой Литвы тоже. То есть ничего зря не было. Давай будем немножко шире говорить об этом. Мы говорим только о вооруженном сопротивлении. Давай скажем о том, если бы не было воли народа к независимости, да? И в том числе выражение в вооруженном сопротивлении, конечно, это бы не случилось. Если бы не согласились, сейчас там, может, пан придет, может, добрый будет барин, конечно, этого бы не было. Расскажи про кино, которое сейчас скоро выйдет. Ух ты, интересно, да, расскажи. Но мне рассказали, что есть такой фильм, у тебя песня есть на Одинці, да? Да. Дуже круто, насправді. Дякую. Мені дуже сподобалося. Дякую. І фільм має таку ж назву, і хто його зняв, і ми навіть можемо зараз подивитися, режисер наш може поставити невеликий тизер цього фільму, а потім запитаємо. Я трошки... Давайте. Мене звати Андрій. Я соліст одного з найбільших рок-гуртів в Україні. Ми у дорозі з нашою групою, друзями з різних країн, які займаються мистецтвом, і знімальною командою. Ми на шляху туди, де маємо відіграти, мабуть, найважливіший концерт у нашому житті. Це буде концерт для вкраденої землі. Протест проти анексії Криму, який пройде максимально близько до воєнної лінії розмежування з Росією. Що таке Крим для моєї родини? Крим – це мої друзі, мої колеги, мої рідні. Щоразу, коли мої діти мене питають: «Тато, чому ми не їздимо більше до Криму?» Я отримую удар, не знаю куди, в серце. На сході країни сепаратисти, яких підтримує Кремль, ведуть війну проти України. На півдні Крим анексований Росією. Ми музиканти, а не активісти. Але ми хочемо спробувати зробити щось вагоме для нашої країни. Ми хочемо, щоб якнайбільше людей дізналися про українських політичних в'язнів, яких утримують у російських тюрмах. Це фільм про те, як я почав протестувати, як я вирішив спробувати допомогти своїй країні. Я музикант, що пише пісні про кохання, але я хочу використати свою сцену, щоб допомогти моїй країні бути почутою в усьому світі. Я так понял, что это фильм не для Украины, а для других стран. Так, так. Этот фильм снял очень именитый, талантливый режиссер Эндрю Смит. Спродюсировали его, кроме нас, режиссер и продюсер Белорусского свободного театра. Вот. И этот фильм был частью, он снят давно. Монтаж закончился вот только сейчас.
И, к сожалению, наверное, можно на пальцах одной руки, если не на половине пальцев одной руки, посчитать телеканалы украинские, которые согласятся взять этот фильм и показать его по телевидению. Пока что только телеканал «Культура» дал свое согласие. Ни один другой телеканал в Украине не согласился на то, чтобы показать это кино. Он был снят в рамках борьбы за то, чтобы сделать медийными, максимально медийными во всем мире украинских политических заключенных в тюрьмах на оккупированной территории и в России. Но сейчас многие из тех, кто вот были в кадре освождены, Да, обменены, да, но и есть это, другие. да, и очень много крымских татар. осталось. Десятки да, и да, большинство это крымских правда. татар. Те люди, сейчас, фильм, да, он о Сенцове. Но Олег, теперь уже мой хороший знакомый, я очень рад каждому звонку. Он звонил мне вчера, просил музыканта какого-то, чтобы он ему фильм, там что-то. И у меня улыбка была до ушей, 32 зуба. Он мне звонит каждый раз, я думаю, господи, какая прелесть. Он мне просто может позвонить, сказать, что он снимает кино где-то там. Ему нужен какой-то музыкант на студию. И я все говорю, да я, да, конечно, любых музыкантов, только будь. Вот. Олег служил и служит и до сих пор, понимаешь, такой триггером, таким крючком спусковым, самым главным медийным лицом, за которое могло потащить за собой всех остальных. Мы не могли кричать о каждой фамилии. Да? Ну, это правило медийности тоже. И он был самым известным, и все силы были направлены... Ну а сейчас не утратила актуальность вот этот месседж, так как Олег Нет. уже год на свободе? Нет, конечно. Нет, конечно. Фри Олег Сенцов – это не значит только Олег. И не значило никогда только Олег. Это значило борьбу в 21 веке всех нормальных людей, обыкновенных нормальных людей, неважно, музыканты, они там политики, неважно, журналисты или просто бизнесмены, там кто, служащие. Борьбу против политических репрессий. Ведь это же самая настоящая какая-то Северная Корея. Это политические репрессии. Слушай, тебе пишут из Крыма. Передайте Андрею привет из Крыма. Скажите, что в Севастополе его песни звучат еще чаще. Класс. Вот, видите, оказывается, ну... Знаешь, что вот последние новости были буквально сегодня. С утра, что готовится, ну дай бог, состоится новый обмен, там более 100 человек, не знаю, сколько с той стороны. Но с той стороны 100, вроде как наших вернется, сколько мы отдадим, я не знаю. Ни одного крымского татарина среди них, хотя крымские татары составляют большинство. Сейчас из политзаключенных, там процентов под 80. Но этот обмен, как бы говорится, что этот обмен с ОРДЛО, да, с людьми, которые там были захвачены и так далее. А что у нас, мы напрямую, для нас это что-то отдельное? Разве? Нет, ну просто Нет, это русские диктуют. У них же в руках, я прошу прощения. Фюрер не хочет отпускать татар. Да, именно не хочет крымских татар отпускать. Сейчас идут суды подряд. Людям дают по 17-15 Я знаю, я слежу за этим, и это ужасно. И самое главное, что они пытаются подтянуть. Ведь это уже и по национальному, и по религиозному признаку дискриминация жутчайшая. Они пытаются подтасовать ни в чем не повинных людей под вот эту мировую истерию антиисламскую, понимаешь, еще? И они думают, что они, такое, прости, дворовое слово, пропетляют. Каким образом это относится к крымским татарам, которые никогда в жизни не участвовали ни в каких террористических потому что иные, понимаешь? Это работает. Если это сработало по отношению к украинцам, то они думают, что это сработает еще больше по отношению к другим нациям. А чем дальше, как им кажется, потому что никто не дальше. Нет никакой разницы. Люди – это люди. И мне так думается, они хотят вот таким образом искоренить сопротивление, да, растоптать целый народ. Ну... Опять же, история нам говорит только об одном. Это невозможно. Нас топтали 240 лет с Екатериной. Очень короткий вопрос. Потом я еще спрошу одну тему. Что для тебя Крым и кто для тебя крымский? Это моя семья. Это мой дом. Это мои родные. Ну, в смысле, что для меня Крым? Я не разделяю эти понятия. Ты знаешь... Я не политик, и я могу говорить на такие темы открыто. Я верю, что
и я думаю искренне. И я не хочу сейчас никак, не потому что мне хочется там тебе приятно сделать или что-то. Я там пришел на крымско-татарский канал, хотя это украинский канал. Пришел и буду сейчас тут там как-то... Слушай, ну мы вообще с тобой не про это. Может, даже не говорить. Я тебе просто хочу подвести. Это очень важно. Это была ошибкой. Огромной ошибкой всех правительств нашей страны, что не направили силы для более сильной автономии, не направили, грубо говоря, вот по-народному не отдали Крым тем, кому он... Наоборот, русским отдавали, вот создали вот эту русскую автономию, которая... Это был отголосок этой страшной... Мы подыгрывали. Я сам помню себя в 2008 году, пускай это пример не об этом, но он очень знаковый. Мы гастролировали в России, когда началась грузинская война. Да, мы были против, мы обсуждали это все. Но, понимаешь, тугодумы, пока тебя самого не по шапке не ударят, ты немножко не понимаешь, не будут, ну что-то в этом роде, да, или что-то, наверное, как-то там они там разберутся, может действительно что-то там, а может быть, и эта пропаганда, она работала, понимаешь, и теперь это стыдно. Каждый раз, когда ты заходишь, не знаю, своим друзьям приезжаешь в Грузию даже на концерт, это очень стыдно. Вообще, да. Но ты знаешь, что даже вот прям буквально до аннексии Крыма, и сейчас даже такие голоса иногда раздаются, что все-таки русские нам братья, да, а татары, они какие-то чужие. Вот на этом основана вот эта машина совершенно жуткая, репрессивная. Вот они подливают, так же, как они в сторону повстанческой армии, миллионы рублей советских потратили вкладывали, на конечно. на вот тебе перед тобой сидит человек из шоу-бизнеса. Вот на печатную и радио, и другую продукцию. И ты вставляешь туда, что тебе надо, и вдалбливаешь, пожалуйста, что... Бандеровцы, фашисты равно, все крымские там, татары, да, там, террористы, нет, чужие. фашисты, как там, же, нет, фашисты, это же был же разговор о том, что да, чеченцы, татары, украинцы, Литва, лесные братья, ну все там, кто... Ну, видишь, и самое страшное, что добрые, отзывчивые, самые люди, они могут быть ведомы, они верят в это. Они не верят своим соседям, своим братьям и сестрам, а они верят в телевизор. Скажи, Украина нынешняя, это очень важно просто знать и тем людям, которые в оккупации особенно, да? Нынешняя Украина, она преодолела в себе вот на уровне общественного мнения такое отчуждение от крымских татар? Что нет, вот русские братья, нет. А крымские татары... Нет, еще нет. Но все-таки вот я, по крайней мере, в моем общении, да, люди уже, ну, весы качнулись, все понимают. Но должно все произойти, ну, безвозвратно. Это еще, ну, понимаешь, то, что сейчас общество, ну, мы это чувствуем, но мы в столице, понимаешь? И в таких кругах, наверное, все-таки, в которые информации больше поступает, и мы с тобой, наверное, я тоже это предполагаю, только общаемся все-таки в кругу определенном. Мне бы очень хотелось, чтобы это было на 100% правдой. Но я сомневаюсь, и я не хочу сомневаться. Ну, ты знаешь, я когда тут узнаю, что я крымский татарин, они сразу по-другому люди относятся. Но я же не общаюсь с ватниками. Да, но понимаешь, обрати внимание на такую очень странную ситуацию. Мы говорили о реванше, да? Мы говорили о реванше, мы взрослые люди, можем себе позволить говорить на темы разные. И вот реванш. Почему он происходит? Почему? Это очень просто. Потому что люди верят в телевизор, и дальше большинство людей верят в телевизор. И они не верят ни себе, ни тебе, ни мне. Знаешь почему? Очень простой ответ. Я это слышу все чаще и чаще. Первое, пожалуйста, не уходи в политику. Ребята, я никогда не уйду в политику. Я уже в политике. Просто я не баллотируюсь никуда. Никто меня не поддерживает и ничего. Просто моя политика заключается в том, что я хочу, чтобы у меня дома было чисто. Я не хочу, чтобы мои деньги тратились налево. Вот и все. Которые я, он, 5-й, 7-й, 8-й, вы даете на... Нет, и чтобы маньяк пришел. Так, и второй момент. У нас меньше минуты остается. Люди говорят, а значит, вот эти хотят, вот ты и я, на этом нажиться.
Мы с Значит, тобой они, такие. конечно, раз они там, в этом телевизоре тоже, раз они здесь, значит, им так сказали, они продались за что-то там 5-е, 6-е, 20-е, понимаешь? И они не могут, они вот так вот прямо Человек всегда, когда о ком-то судит, он судит о себе. по на самом себе, деле. да. Да. Ну что ж, давай работать над собой. Давайте работать над собой. К сожалению, время нашего эфира этого подошло к концу, но я уверен, что Андрей Хлывнюк еще неоднократно придет. Удивительно, что он до сих пор не был, конечно. Я сам себе удивляюсь. Да? Спасибо, что пришел, спасибо, что смотрели. Смотрите АТР, телевидение людей, которые не продаются.